Селям алейкум, савилы достлар! Я рада встрече с вами на нашей кухне Софрага Буйренес. Дорогие телезрители, сегодня мы поговорим о популярном блюде, которое готовят с большим количеством овощей, мяса и соуса. Его родиной считают Францию. Используя самые разнообразные овощи, специи и другие ингредиенты, можно добиться отличного сочетания вкусов. А мне не терпится познакомить вас с моим гостем. Творческая личность, выдающийся современный художник Ленур Велиляев. Старинные мечети, волшебные крымские рассветы и закаты. Все это можно увидеть в невероятных работах современного крымско-татарского художника Ленура Велиляева. Любитель насыщенного цвета, контраста, в своих работах художник часто использует яркие краски для достижения незабываемого впечатления зрителя. Среди картин Ленурбея вы не встретите хмурых и дождливых пейзажей. Его работы полны света, ярких красок, а главное – любви к родному полуострову. Ежегодно Ленурбей принимает участие во всевозможных выставках, и с каждым разом его картины все больше удивляют и восхищают почитателей его творчества. Сегодня в программе «Софрага Буйренес» Ленур Велиляев раскроет секреты своего творческого пути и поделится рецептом вкусного блюда с восточным мотивом. Селям алейкум, Ленур. Алейкум селям, Аня. Рада видеть вас в гостях у нас на передаче. Спасибо. Всегда рада встречать утро с творческим человеком. Сегодня, я думаю, будем готовить какой-то кулинарный шедевр, да? Это будет овощное рагу. Оно само по себе готовится очень быстро, просто. Угу. И то, что сегодня на дворе уже лето, обилие разных овощей, есть все ингредиенты для этого. И такая летняя легкая пища, и к тому же еще и полезная. Полностью согласна. Почему все-таки именно это блюдо? Расскажите. Во времена моего студенчества это было одно из самых простых блюд. Угу. Когда просто нарезаешь овощи, бросаешь все сразу в казанок или в кастрюльку, закрываешь крышку, и оно там само тушится. Используешь все, что есть, получается вкусно, полезно, творческий беспорядок, все как мы любим, Да. правда? И как бы импровизация полная. Ленур, что нам необходимо для приготовления нашего рагу? Лук, картошка, морковка. Угу. Вот у нас есть кабачок. Чеснок, Да, и куриное филе. И куриное филе. Отлично. Ну что ж, я думаю, мы можем приступать. Да. Так, рассказывайте, что поэтапно, что мы с вами должны сделать? Самым Сначала первым делом. взять кастрюльку. Нужна кастрюлька нам. Да, кастрюлька у нас есть. Пожалуйста. Нам Да. нужно будет еще подсолнечное масло. Подсолнечное сразу, масло. чтобы разогреть. Так, масло наливаем сразу? Да. Масло наливаем сразу. Сколько масла нужно? Наливаем вот сейчас. Ну давайте, в общем, скажу. я лью, а вы мне скажете, сколько. Я думаю, достаточно. Достаточно, хорошо. Итак, мы Спасибо. лили на глаз, дорогие друзья. Пусть оно, значит, подогревается. Следующее дело, что мы должны с вами сделать? Сразу нарезаем мясо, Так, ну мясом будете, наверное, вы заниматься. конечно. Нож, пожалуйста, прошу, выбирайте, какой вам нравится. Вот такой, отлично. Чем займусь я? А вы можете, если вам хочется тоже что-нибудь нарезать, Конечно, мне очень хочется. можете нарезать, например, картошку. Картошку. Каким образом? А вот как вам удобно? Так, у нас сегодня полет фантазии, да? То есть Конечно. как нравится, так и делаем. Тут нет Хорошо. никаких В конце концов, правил. все это будет общее блюдо, все это будет вместе лежать в одной емкости, поэтому, я думаю, не столь важно. Да? Ну, наверное, кубиками, я так предполагаю. Можно Среднего кубиками, размера. можно колечками, можно треугольниками. Как вам позволит ваша Хорошо. Ленур, я знаю, что довольно-таки много лет вы связаны с искусством. Расскажите о своем творческом пути. Расскажите о том, как он начинался. С самого начала. Все интересно. Ну, он начался с того, что, наверное, как и многие дети, я что-то рисовал. Угу. Там, я помню, мне показывали родители потом книжки, Угу. какую-нибудь литературу там, или журналы, в которых я там карандашом, ручкой что-то калякал. Вот. Потом мне подсунули карандаш. И в силу того, что у меня папа по профессии архитектор, Угу. у нас дома всегда были краски, карандаши, бумага. Вот. И когда папа сидел, что-то чертил, то я рядом подходил, мне тоже было интересно Угу. смотреть на этот процесс. Вот. И он как бы меня этим параллельно занимал. То есть давал мне тоже листик бумаги,
карандаши, краски. Я рядом сидел, что-то не понимая, что я рисую, просто что-то рисовал. Как бы мне был сам процесс интересен. В более осознанном возрасте, там, лет 7-8, я уже мог рисовать что-то более отчетливое. Там, какой-нибудь кораблик с морем. Так. Как семья относилась к этому? Поддерживали? Или рисует и рисует, пусть себе рисует? Они всячески поддерживали, потому что понимали, что, ну, раз папа архитектор, рисует, как бы художник, Угу. вот, то, что сын проявляет к этому интерес, это, наверное, было вполне логичным, поэтому они как-то всячески поддерживали. Ну, Сохранилось ли что-нибудь из детских рисунков? сохранил, может быть, несколько, там, 1-2 рисунка сохранилось. Вот как раз то, что висело у папы в мастерской. Ленур, я вижу, что вы дорезали мясо. Я как раз закончила с картофелем. Вы уже взяли в руки лук. Так, давайте я, наверное, картофель пересыплю в тарелочку, а вы, наверное, мясо, наверное, тоже сюда переложите, чтобы было поудобней. Вот. И подскажите, что мне делать дальше? Ну, можно дальше нарезать, например, кабачок. Хорошо. Все как скажете. Я буду это делать. В классе учителя на уроках рисунка заметили мои способности к рисованию. Так. Вообще учителя, там классные руководители. Ну и, конечно, не обошлось без того, что меня стали просить нарисовать какие-нибудь стенгазеты. И тогда я понимал, что почему бы не поступить в художественную школу. В каком городе это было, расскажите? Это было в Евпатории. Ага. Я из Евпатории. В Евпатории есть детская художественная школа, Так. В которой вы, собственно в говоря, которой и я учились. учился. Да. Мгм. Туда брали после 3 класса, поступил и стал учиться. И 4 года я отучился. Конечно, в классе 3 мне в какой-то момент поднадоело рисовать. Да вы что? Вот Да, я ну- только хотела спросить, было ли когда-нибудь такое, что вот как-то приелось, может быть, захотелось заниматься чем-то другим? Было, конечно, вот первые 2 класса были более такие азартные, с Мгм. интересом. Угу. Вот, потому что если до этого я рисовал так более плоскостно, а тут в художественной школе уже стали учить к пониманию оттенков, тона, Угу. объема. Ох, как у нас все. Масло разогрелось. Масло разогрелось до нужной кондиции. Ну да. Так, первым делом, я так понимаю, мы отправляем жариться лук. Да. И Хорошо. вместе с ним же мы бросаем сразу и мясо. чтобы Сразу оно же и мясо. как бы впитывало в себя еще и сок Отлично. лука. Отлично. Мне все нравится. Нужно ли солить? Да, конечно, обязательно. Солим сейчас, да? Сколько солим? Давайте На на глаз. глаз, Скажите на глаз, любимую да. фразу наших гостей. Все делают на глаз, хорошо. Ну, в общем, я уже насчитала 3 щепотки. Я сразу подсыплю и перчика. Давайте, все специи, которые нужно. Какие вообще любите специи использовать? Да, очень люблю. Вот и я Люблю тоже. экспериментировать с разными специями, смешивать их, Мгм. делать такие миксы. Это все нужно, все это дело размешать. И будем добавлять следующий ингредиент. Вот у меня порезан картофель, можем ли мы его добавить? Да, Вы конечно. думаете, да? Ну, Смело давайте. бросайте. Давайте, смело бросаю. Главное, чтобы не мимо только. Картофель. Итак, Ленур, вы сказали о том, что вы учились в художественной школе, и был момент, когда вам это дело все поднадоело немножечко, и вы, в общем-то, было лень и не хотелось. Ну да, рисовать. сначала было как интересно. есть. Первые 2 класса было очень интересно, потому что я действительно учился чему-то новому. Мгм. Нас учили оттенкам, объему. То есть передать, что кувшин объемный Мгм. с помощью оттенков, полутонов, рефлексов и всего такого, это, конечно, для меня было чем-то новым, и я с охотой учился этому. А потом в какой-то момент, в подростковый возраст, там, мне лет 13 было, уже как-то так. Не больше- до того было. Да, скажем. больше хотелось как-то гулять, Развлекаться. развлекаться, да, поэтому Мгм. в какой-то момент это отошло на второй план. Что послужило открытием второго дыхания, скажем так? Как получилось так, что вы все-таки не забросили рисование, а продолжили в конечном итоге? Получилось так, что в конце года директор школы позвонила домой и спросила, все ли в порядке с Ленуром. Что-то его нет в художественной школе целый год. Для родителей, конечно, это было открытие. Мне сделали, конечно, большой втык за то, что я Ну, естественно. убрал деньги.
не платил за художественную школу, не относил туда, а прогуливал их. Итак, Ленур, кабачки у меня нарезаны. Отлично. Я их перекладываю в тарелочку. Чем займемся с вами дальше? Будем нарезать Оставшиеся дальше наши ингредиенты, да? Помогу. Это вам, овощи. Спасибо. это мне. Каким образом? Тоже все кубиками? Как вам удобно? Все. Я очень люблю такой подход. Итак, в художественной школе учились. Значит, попытка бросить это все была. Втык от родителей был. Школу художественную в итоге закончили, правильно? Ну да, этот втык, конечно, послужил все-таки тем, чтобы я ее закончил. Мне родители сказали: так, иди заканчивай и не выдумывай ничего. Угу. Потому что, ладно, если ты бросал какие-то другие секции, то тут, можно сказать, мы на тебя надежды возлагаем, и ты тут таким святым Устраиваешь, ага. пренебрегаешь, да. Ну, я, в общем, мне стало стыдно действительно за это, я решил все это дело закончить. А я знаю, что далее вы учились в Харьковской художественной академии. Дальше, в художественной школе я уже сделал для себя решение, выбор, Угу. что дальше я буду связывать свою жизнь именно с искусством. Подумал, что на сегодняшний день очень актуальна профессия дизайн. Так. Вот. А мне как раз с детства нравилось строить, оформлять пространство, придумывать что-нибудь. Я все время делал какую-нибудь мебель, там, находил на мусорке какие-нибудь там коробки, ящики, переделывал их в какие-нибудь акустические колонки. Ничего То себе. есть мне всегда как-то, да, вот было интересно что-то создавать. Кружок «Очумелые ручки». Ну, да. Практически. Кстати, у меня даже была книжка «Очумелых ручек». Я по этой книжке делал разные там фонарики, приспособления. Здорово. Потом у меня уже были книжки радиолюбителя. Мгм. Я находил старые выброшенные магнитофоны, телевизоры, притаскивал их домой, выпаивал оттуда все детали с этих плат. Было такое увлечение. Еще и электроники. Вот. Ну, как-то, когда дело коснулось, с чем связывать свою профессию, я как раз подумал, что дизайн – это будет наиболее что-то стабильное. Я думал, что там, устроюсь там, на какую-то фирму, буду делать какие-то эскизы, оформлять интерьеры, пространство. Так, и что? И Ну и вот удалось ли? с этой целью я уже приехал целенаправленно в училище. Мгм. Сейчас мы помешаем наше мясо Давайте. с картошкой. Все уже подтушилось. Добавим еще немножко соли. Давайте еще немножечко соли. И у нас практически все с вами уже нарезано. Остается только это добавлять. Отлично. Да, мы нарезали морковь, нарезали помидор, кабачок нарезали еще раньше. Поэтому ожидаем. Так, Всё. давайте сначала с моркови, да, начнем? Да. Хорошо. Итак, в Симферопольское училище. И тут я приехал поступать в художественное Мгм. училище на дизайн. И когда я... Ну, а на дизайн был больше проходной балл, Мгм. и больше людей, конечно же, туда поступало. Ну, потому что дизайн, все такое, популярно, Мгм. модно. Вот. А на живопись, это, конечно, мне казалось, да, хорошо, но я не настолько романтически мыслил, чтобы там стать художником, что рисует дождь, там, ходить с беретиком, там, с тюдничком, и потом стоять где-то на набережной, там продавать, да, как мне это Ну да. тогда еще виделось. Вот поэтому я думал, что будет более что-то современное и стабильное. Ну вот скажите, касательно учебы, знания, которые вы получили в училище, пригодились ли сейчас? Вот, используете ли вы их в своей работе? Да, конечно, любой опыт, любые знания, оно все пригождается. Мгм. Вот. И так получилось, что поступал я на дизайн, но все сдал хорошо, рисунок живопись сдал хорошо. Композиция, было задание стилизовать цветочный орнамент. Я, в общем, очень сильно сложный орнамент в себя выбрал и не успел его закончить в цвете. А там давалось, по-моему, 6 часов на И задание. чем же закончилось? Я не успел Всё. его выполнить и получил 3, по-моему, мне не хватило баллов. Ну, мне мама говорит, ну что, пойдешь дальше, а я после 9 класса Мгм. поступал. Ну что, пойдешь дальше, там, 10, 11 учиться, а там, может, на следующий год будешь еще раз пробовать поступать, или там, может, в другое какое-то место. Я подумал, ну да, придется, конечно, возвращаться в школу, хотя я уже там со всеми попрощался, думал, все, сейчас начнется другая жизнь. И в итоге что И же? вот в этот разговор на крыльце подслушала одна из преподавательниц в училище. Подошла к нам и говорит, вы знаете, вы не спешите сдавать документы, с вашими баллами вы вполне проходите на живопись, просто перепишите заявление и учитесь на живописи. А там, если вы прям так сильно захотите
учиться на дизайне, то мы вас можем через год перевести. У нас есть такое в практике. И, в общем, Я подумал, ладно, только с таким условием я, так уж и быть, буду учиться на живописи. и таки поступил на живопись. И поступил на живопись. По крайней мере, я подумал, я уже буду зачислен в училище, я уже как бы не буду терять время, а на следующий год переведусь на дизайн. Ну вот сейчас, вот будучи уже взрослым, опытным художником, что собой представляют ваши работы? То есть в каком стиле, какой направленности? Для тех, кто, допустим, никогда их не видел, не знает, вот расскажите. Ну, к стилю я как-то постепенно приходил. Сначала, конечно, это в художественной школе, там более ученические работы. В художественном училище также ученические, академические работы, где нас учили лепить форму, чувствовать объем, цвет, понятие композиции. Мгм. И там существует какая-то определенная школа, определенный какой-то фундамент, который формирует именно профессионального художника. Уже потом я стал экспериментировать с манерой письма, опять же, прислушиваясь к своему темпераменту, характеру. У меня он такой более неусидчивый, более такой свободолюбивый в этом плане. Вот. И мне стало в какой-то момент интереснее проявлять себя вот как-то индивидуально. И что же вас отличает от других? Ну, вот скорее вот экспрессия в моей живописи. Мгм. То есть я выбрал для себя такой какой-то более широкий мазок. Ну, опять же, через смелость, через где-то дерзость. Ну, вот, потому что я в какой-то момент понял, что в живописи очень немаловажен этот момент смелости. Потому что если робеешь, то ты начинаешь, то это чувствуется в работе. Мгм. То, что ты не уверен. В общем, не стоит бояться. Да, не стоит бояться. Вывод такой. Нам, я думаю, тоже не стоит бояться экспериментировать с нашим блюдом. Давайте, что мы будем добавлять? Сначала кабачок или... Давайте бросим кабачки. тут. Давайте кабачки. Так, ну давайте я этим займусь. Слушайте, будет у нас полная кастрюлька овощей. Итак, мы добавили кабачки. Все у нас там успешно тушится. Больше никакие специи, так предполагаем, мы не добавляем. Может, чуть позже добавим. Я Чуть- думаю, что э, ближе к концу мы их добавим еще немножко. Все, по вкусу будем добавлять. Все, как вы скажете. Мы с вами так много разговариваем, на самом деле, о живописи, о вашей профессии, но я знаю, что вы еще играете на музыкальных инструментах. Да. Правда ли есть такое это? включение. Правда. Расскажите, на каких, расскажите, где вы этому учились, как часто вообще играете. Вот интересно очень. Играю на барабанах. Мгм. У меня есть дома барабанная установка и разные барабанчики, типа дарбуки. Ручные. перкуссии, да. Так. Вот. Мгм. Ну, наверное, это опять же родители с музыкальным слухом. Папа играет на аккордеоне, мама на пианино. Хорошо поет. Музыкальная семья. Да, да. Хотя Выясняется. по профессии мама у меня логопед. Вот. Но, наверное, это все-таки еще связано с культурой. То, что как бы в нашей культуре очень всегда много такой живой, энергичной музыки. Меня это всегда с детства как-то так восхищало, вдохновляло. Мгм. Все эти свадьбы, когда меня очень волновал такой момент, когда приезжает группа музыкантов, выкладывают там барабаны, устанавливают колонки, Мгм. там, какие-то другие инструменты, там, духовые. И вот живая музыка настолько она меня завораживала, что я тоже думал, вот бы мне играть на музыкальных инструментах, особенно мне привлекали барабаны. Так вы являетесь самоучкой, я так понимаю. Ну да, а потом в какой-то момент одногруппница заметила, что я постоянно там что-то на партии сижу, там набиваю ритмы, да, на всевозможные? коленке, да. И она как-то так прониклась и подарила мне барабанные палочки. Говорит, вот на тебе барабанные палочки, иди играй с кем-нибудь. А там были ребята, молодая группа Мгм. своя. Вот. И я попросился к ним просто с ними, когда их барабанщика не было, попросился с ними немножечко поиграть, попробовать, пощупать, как это. И как-то так они заценили, говорят, слушай, неплохо, ты учился где-то? Я говорю, да нет, не учился, просто вот интересно мне все это. И мы даже с ними какое-то время поиграли, и так все Ну вот пошло-поехало. на сегодняшний момент тоже есть время поиграть иногда на барабанах? Или же... Бывает иногда. Я всегда, конечно, буду рад, если в какой-то момент организуется какая-то группа ребят, с которой Будет интересно, да, возможно, да, которой было бы поиграть? интересно поиграть, я всегда с удовольствием. У меня инструменты стоят. Ждут своего Ждут часа, своего видимо. часа. Ну что, у нас все готовится. Мы уже ждем, когда все будет готово, но еще у нас остались помидоры, которые тоже нужно добавить. Можем ли мы это сделать прямо сейчас? Да, конечно, Ну самое что ж, время. давайте, самое время. Я вот так вот, наверное, ножичком. Мгм. Добавляем, добавляем, добавляем.
Сколько на данный момент у вас насчитывается ваших работ? С тех пор, как только я стал фотографировать свои работы, Угу. судя вот по фотографиям, как-то меня просто спрашивали не раз, сколько вы примерно написали работ. Ну, где-то около 600. там, Хранятся ли больше. где-нибудь они? И есть ли они, может быть, за пределами Крыма? Да, работы хранятся в разных музеях, Мгм. галереях, не только в Крыму, но и за пределами. Ну вот смотрите, когда вы пишете картину, думаете ли вы о том, как понравится зрителю, как, может быть, я не знаю, ее удачно продать и так далее? Вот расскажите. Когда я пишу работу, я делаю это, самое главное, с любовью, с искренней отдачей. Опять же, где-то со смелостью, но тут вот во всем должен быть баланс. Сейчас, пока наши овощи тушатся, где-то через минут 20, я думаю, они уже будут готовы. Угу. И можно будет добавить сметану для более пикантного вкуса, для Угу. более мягкого, нежного, такого сливочного вкуса. Ну что ж, дорогие друзья, наше блюдо в процессе. Мы уже в предвкушении, каким оно будет, но, конечно, это еще не все. У нас есть чеснок. Я думаю, вот его тоже нужно будет добавить. Расскажите, когда? Прямо сейчас или позже? Добавим прямо сейчас. Первым делом его нужно очистить. Я обычно вот как-то вот так вот его разделяю на головки. Я предпочитаю чеснок давить ножиком. Так, быстро и практично. Вот, а пока вы занимаетесь этим процессом, я бы у вас, знаете, что хотела спросить? Когда вы приступаете к написанию картины, знаете ли вы заранее, что это будет? Либо же это какой-то экспромт? Ну, сначала я, например, могу увидеть какой-то момент Угу. там, в природе, да, в пейзаже. И примерно я могу себе представить, как это можно сделать. Но все равно остается такой импровизационный момент. Вот есть ли какой-то любимый художник? Есть много разных интересных художников. Там вот Гоген, Ван Гог, Матисс, Модильяни, вся вот эта вот группа Угу. художников того времени. Да, мировых, собственно Да, говоря, вот известных. они меня на весь мир. привлекли своим вот новаторством, смелостью видения, цвета, тона, композиции, вот что-то такое новое, какое-то веяние, новое Мгм. дыхание. Слушайте, как интересно. Но я хочу сказать, что наше сегодняшнее блюдо – это тоже отчасти творческий процесс. Пришло время добавлять Добавлять чеснок. чесночок. Давайте. Надо еще досолить. Если что, люблю остренькое. Но в этот раз я попытаюсь сохранить баланс. Нам остается добавить сметану. Давайте я сейчас ее сюда поставлю, да, потому что я вижу, что все кипит. Да, Аромат у нас в студии царит просто волшебный, изумительный, потрясающий. Добавляем сметану для вкуса. Такой у нас будет пикантный сливочный вкус, интересный. Картинка весьма аппетитная. Хочется уже поскорее попробовать. Я займусь укропом. Давайте. Ленур, что для вас самое главное в жизни? Ну, вот так вот, прям, вот не глядя, не думая. Мне кажется, самое главное – это быть счастливым. Потому что если ты счастливый, то у тебя и в остальном все будет получаться хорошо. В чем же заключается счастье конкретно для вас? Жить и радоваться каждому дню, впитывать все его прекрасные стороны, созерцать, восхищаться – это тоже есть счастье. Заниматься своим любимым делом. Сколько еще времени нам остается ждать, чтобы уже полностью наш процесс был Думаю, завершен? еще минута-две. Все, минута-две, и все будет готово. Отлично. Дорогие телезрители, наше блюдо готово. Я предлагаю, Ленур, нам с вами его попробовать. Да, с удовольствием. Ну что ж, давайте выложим его в эту замечательную тарелочку. Покажем нашим телезрителям, что у нас получилось. Могу сказать, что выглядит аппетитно. Да, выглядит очень аппетитно. Я думаю, что уже полностью все готово, и мы можем его попробовать наконец-то. Какой? Дорогие телезрители, представляем вашему вниманию результат нашего труда. Замечательное сочное рагу. Отличное блюдо для тех, кто придерживается правильного питания. Хорошо и зимой, и летом. В данном случае летом. Я думаю, что очень даже вкусное, потому что пахнет очень аппетитно. Пробуем, Пробуем. Ленур? Да. Давайте попробуем. Очень даже вкусно. Поэтому чох сагыл у нас за такой рецепт. Быстрый и вкусный рецепт. Сызге сагылын, Саня. Хотели бы вы что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Да, конечно.
Вы Хотел можете бы, к ним обратиться, да. во-первых, крепкого здоровья всем, счастья, гармонии, новых вкусовых открытий, хорошего лета, новых впечатлений, побольше позитива, хорошего, насыщенного, яркого лета, побольше бывать на море, новых впечатлений, новых открытий. Всего хорошего. Чок сагылныз за такое замечательное пожелание. Рада знакомству с вами и приходите к нам еще. Сізге сагылын, Саня. Взаимно. Мне тоже было приятно быть у вас в гостях. Дорогие телезрители, пусть новый день принесет вам только хорошее, а все, что вы запланировали, решится быстро, просто и легко. Хорошего вам настроения, удачи и успехов. Кореш Кенджи!